В декабре прошлого года радиопередатчик на Камрадской вышке ГРТ вышел из строя, что привело к остановке вещания радио по всему району. Решить ситуацию помогли коллеги из Кишинева, предоставив временно на 3 месяца оборудование. Срок истек 5 марта, но по договоренности решили оставить до конца месяца. По словам руководителя общественной компании «Гагаузия радио» телевизионного Вадима Анастасова, проблема серьезная и требует скорейшего решения. Передатчики и антенны, которые подлежат замене, были установлены еще 20 лет назад. Вопрос по решению проблемы с оборудованием было поручено Управлению инфраструктуры, которое, выехав на место, определило передать оборудование на экспертизу, отметил технический директор компании. Выезжал их специалист, проводил осмотр, потребовал ряд документов собрать у нас, отдать на диагностику передатчик, радиопередатчик, чтобы диагностика подтвердила, возможно ли его восстановить или нет. Общая стоимость оборудования, которое должно быть заменено, более 9 тысяч евро. По оценкам экспертов было определено, что передатчик не подлежит ремонту. Запчастей для этого в стране нет, отметил технический директор компании Ярослав Булгару. Данный усилитель, наверное, в конце 90-х годов прибыл в Гагаузию и работал с тех моментов на эфире. Поэтому передатчик очень старый. Запчастей в Молдове нету, в Турции практически передатчик сам турецкий. По заключению я вижу, что пишут о том, что таких запчастей уже в принципе невозможно будет найти. Для решения проблемы были написаны официальные обращения властям региона, так как своими силами компания не сможет заменить оборудование. На данный момент ответ был получен от Народного собрания Гагаузии. Исполнительный комитет, они поручали в одном из положений, чтобы они рассмотрели и нашли финансовые средства для того, чтобы предоставить на техническое переоснащение, где в декабре месяце рассматривался бюджет Гагаузии, и нам на одну из статей, которую рассматривали, 2 миллиона лей не дали на оборудование. Также вот они указали, приложили приложение постановления Народного собрания, где указано там, что было решение такое, чтобы исполнительный комитет изыскал, с какой статьи можно будет сократить. То есть, с какой статьи можно будет предоставить на переоснащение нам. Ответ от Башкана Гагаузии еще не получили, отметил руководитель общественной компании «Гагаузия радио» телевизиона. Со стороны исполнительной власти мы пока ничего не получали. Надеемся, что в скором времени будет. Так как у нас договор, который был заключен между нашими коллегами с Кишиневым телевидения, который нам предоставил оборудование, временно, у нас он заканчивается. И мы, если до 1 числа, до 1 апреля не решаем вопрос с передатчиком, мы будем вынуждены прекратить вещание на частоте Камрад 102,1 и отдать оборудование обратно в Кишинев. Мы очень надеемся на то, что проблема будет решена. В случае, если до конца марта не будут определены финансы на закупку передатчика и антенны, радиослушатели Камрадского района останутся без программ радио. Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, Алексей Герчук, ГРТ Новости.